Так, вот мы и пришли. Откуда пришли? Откуда ушли, туда и пришли. Вот этот вот петушок, золотой гребешок. Вот я его уже снимал, то есть мы сделали круг и вот пришли обратно сюда. Здесь детская площадка, и вот мы здесь находимся. Вот мы его весь прошли, этот район Борисовки. И как с него выходишь, вот сразу такой дом здоровенный, красивенный. Так, ну а мы, наверное, еще прогуляемся вот в этом направлении, посмотрим, что там еще понастроено в этом районе. Так, ну здесь торговый дом соседей, разные здесь магазинчики. И вот мы сейчас туда перейдем дорогу. Тут, по-моему, улица Кузьмина, что ли, где-то есть. Где тут переход? О, туда надо идти. Или может вот, вот в эту сторону поедем с вами. Район аэропорта города Якутска. Но вот эта улица, она довольно пыльная. Так. О, как всегда у нас ремикс. С уважением к традициям написано. Алкашка продается здесь. Фрукты, овощи впереди, переходик, и мы сейчас по нему перейдем на ту сторону. Так, улица Кузьмина, 34/2, вот этот дом. Типичный такой советской постройки еще, пятиэтажки КПД. Опять вот эти шины. Все с шин. Площадка игровая. Дома хорошие, да, здесь аккуратненькие стоят. Относительно они где-то 80-х годов, конца постройки, конца 80-х годов. Поэтому они в хорошем состоянии находятся. Здесь, в общем-то, место хорошее. Как бы логистика такая удобная. То есть здесь есть и автотрасса в город. И вот в другую сторону тоже. В район Вилюйского тракта, Хатынуряха можно проехать. Так. Ну что? Вот. Это что такое? Алкогольный маркет. Ё-моё. Еще один шанс. Шанс плюс. Что за шанс? Кому шанс? Алкоголикам выпить, напиться. Да, интересное название. Вот дом 112 серии. Тут, кстати, смотрите, у них парковка какая хорошая. Смотрите, салон, парикмахерская, овощи, фрукты и, конечно же, пивной рестобар. Также магазин Туяра, Кузьмина 28/3. А первый этаж, смотрите, здесь гаражи. А второй вот разные тут заведения. Так, тут уже более новые дома построены. Так, и мы выходим здесь вот вдоль вот этих теплых гаражей. Проходим. Вот у нас здесь вот эти небоскребы стоят. Они чем-то напоминают, тут по улице Свердлова есть тоже два дома вот таких вот высоких. Посчитаем, сколько этажей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14-этажка. То есть вот сколько здесь этажей, если я не ошибся. Ну, второй раз не буду считать. Вы сами считайте. Ставьте стоп-кадр, считайте, сколько этажей. Там, кстати, большой такой тут сверху, как он называется, техэтаж. Снизу должен быть вроде как техэтаж. Или как сейчас делают в новых домах. Так, и вот здесь вот можно погулять. У них здесь есть дворик небольшой. Такой вот аккуратненький.
Вот тут посажено было, видно. Опять вот эти шины. Я вот не знаю точно, но, по-моему, шины вот нельзя в городе, поскольку они загрязняют экологию. Они же вредные, вот эти шины. Если они будут разлетаться, то ничего хорошего не будет. Так, вот. Смотрите. Тут какой-то даже подъемник есть для инвалидов. Точно подъемник вот такой вот. И здесь выходим. Вот этот дом. Там еще, кстати, что-то строится. И теперь мы уже пойдем вот в эту сторону. Что за улица-то это? Нету вот этих табличек здесь. Совершенно нету табличек. А, вот есть Кузьмина 26В. Буква В. Так, вот видим, тут деревяшечки еще стоят у нас. Когда-то вот этих домов здесь не было каменных. Ага, и вот эти деревяшки только были. Здесь одни, но со временем, вот говорю, с конца 80-х годов начали застройку этого района. И, соответственно, здесь много строений уже появилось, каменных новых. Вот тут у них площадка, машины свободно парковать можно без всякой оплаты. Приехал, запарковал. Ну а этот дом, честно говоря, смотрите, что-то какой-то он вообще уже, окна-то у него пленкой даже. Что там? Ну там уже никто не живет или живут. Я вот вижу здесь свет в этом окне. Тут пластиковые окна, кстати. А здесь вот они выбиты, да еще пленкой, да еще что-то. Короче, тут непонятно что. То ли живут, кто-то живет, кто-то не живет, кто-то утеплил окна. Так, гравий. Гравий. Так. Что это такое? Здесь магазин, похоже, да, какой-то? Вот если туда идти. Но мы туда не пойдем. Вот это улица Кузьмина 24/3. Вот у него, смотрите, кто-то даже вот так вот сделал. Это чтобы тепло не уходило. Утепление собственными руками сделали. Вот тут у них входы вот такие есть сюда. Но я уже не буду там пугать вас заходить. Что там внутри творится. Так, куда идти-то? Куда идти? Вот тут скворечники у людей, птичек кормят. Ну вот этих тоже домики вот стоят. Они уже я не знаю в каком состоянии. То есть у них уже фундамент у каких-то домов. Вот видим, вот эти палки даже как-то согнулись. Ё-моё. От деформации дома, видать. Ну и мы вон, смотрите, видите, да? Что происходит здесь? Какой-то канализационный канал или что это? И вот здесь можно еще погулять, походить. У них тут какие-то контейнера свои привезены. Тут, кстати, удобно в таком доме жить. Взял, поставил рядом. На первом этаже живешь, какой-то контейнер, вон, смотрите, у них, видите, даже тут облагорожено, палисаднички, как любят люди, сделаны, вон там столик стоит. Пожалуйста, можно выйти летом покурить на улице прямо. О, оббито вот этим вот теплонепроводящим материалом. Так, вот такие вот здесь дома. Улица Кузьмина. Ну, они соседствуют, смотрите, вот с этими двумя небоскребами. Вот еще один дом. Деревяшка. Так, идем сюда. О, а этот дом какой он ужасный, а? Смотрите, у него вот этот угол наклонился. И вот он вот такой весь кривой. Причем свет, видите, горит, да? То есть там люди живут.
люди живут. Так вот проходим. Так вот здесь все устроено. Эти почтовые ящики на замках по 4 квартиры. Ну тут даже канализация есть. И там второй этаж. Туда заходить, второй этаж. Дом такой, я не знаю, это бревна какого года-то. Вообще древние какие-то. Так, и обязательно, чтобы пройти, надо нагнуться. Потому что он сел уже. Сел в землю. Сел в землю он. Вот тут люди тоже утепляли его. Утепляли. А этот край у него, смотрите куда. Еще там на бок набекренился. Ужас. Ужас. И сейчас вот этот дом-то здесь построили, видать, отсыпали, видите, выше. И, наверное, его еще топит. Топит, а точно топит, потому что, смотрите, у него здесь щиты вот эти лежат. Щиты, чтобы можно было пройти. Так, вот такой дом здесь в ужасном состоянии. Еще один здесь дом, целый получается такой райончик, как бы. Но этот покрасивее будет, точно покрасивее. Так, дорога вот такая вот уже застыла, так что грязи нету, можно ходить. Тут вот какой-то долгострой, вот это вот здание, его, кстати, обнесли заборчиком, что, видать, не лазили, кому не надо. Оп, идем. Так, наверное, видео придется мне разбивать на части. Я так думаю. Такой контент. Я сегодня так много наснимал. Да. Еще один домик. Ух ты, у него тут даже гараж на зиму. Смотрите. Машину завернули. И вот здесь вот спутниковая тарелка у них даже есть. Ох, живут хорошо. Так. И вот здесь вот такой дом. Ну, крупнопанельный, да? Видно, сплит крупнопанельных построен. Так, ну можно сюда пройти. Кстати, еще погулять здесь. Кстати, тут большой район. Тут, видать, вот в этом месте, что еще были дома, их посносили. Да, или тут водоем был. Не знаю, туда можно долго ходить, гулять. Надпись: ведется видеонаблюдение. Видеонаблюдение за нами наблюдает. Но этот тоже дом какой-то вообще кривой, жуть кривой. Как там они там ходят вообще как-то люди или... Я не знаю, там полы-то кривые. Там что-нибудь положишь, оно катается, наверное, все. В одну сторону перекатывается. Да, вот сколько жилья старых домов в Якутске. Старинных, таких вот деревянных, у которых проблемы с фундаментом. Вот мы видим, что вот он низко, да, низко. Дом как будто бы туда врастает, в землю. Сколько домов, это просто кошмар какой-то. Вот этих людей все надо каким-то образом решать эту проблему. И причем таких районов в городе не один, а множество. Несколько таких районов, где вот такие деревяшки уже старинные, которые по идее должны были все снести уже лет как 20 назад. Но они до сих пор еще стоят, потому что есть определенный запас прочности, ну и материала, соответственно. И в них еще живут люди. Какие-то хорошо сохранились дома, какие-то совсем плохо. Вот здесь такой вот переход. Смотрите, переходим таким вот образом. Так, у меня уже аккумулятор один кончается, 18%. Так, вот тут что-то посносили. О, блин, погоди, смотри. Чуть тут не запнулся.
Ё-моё. Вот у них тут теплица даже была, что-то они тут садили помидор, огурец, там что там, я не знаю. Ох, смотрите, какие березки здесь шикарные стоят возле этого дома. А возле этого, вон, смотрите, елка какая шикардозная, хорошая. Так, вот у них здесь мусорки на улице. Я не знаю, куда они в туалет ходят. Может быть, дома частично благоустроены или благоустроены, хотя деревяшки-то не должны, как бы. Так, и мы вот здесь такими вот тропами проходим. Вот эта школа. К школе мы прошли. Какая здесь школа-то была? 31-я, что ли? Дай бог памяти. Я уж давно не учусь, не знаю, что за школы, какие номера у них. Ну и все, вот этот район деревяшек, вот он какой большой здесь. Да, вот школа типичная советская, такая хорошая, капитальная. Тут не знаю, вот в этой вот рекреации, да, как так, здесь спортзал. Там, кстати, кроме спортзала еще есть, по-моему, актовый зал, столовая, причем кухня, там повара варили, я помню. О, смотрите, здесь что у нас? Скворечники. И вот вход уже такой современный сделали. Написано «Добро пожаловать». Школа имени Кузьмина, что ли, вот там дощечка висит. Ага, по-моему, да. Вот такая вот школа. Ладно, давайте выходим. О, тут это что, дерево 5 Г посадил. Деревянное такое вот. И выходим. Кстати, интересно, тут вот рядом с этой школой, да, вот тут профлистом, такой забор, отделенный гаражи. И там сверху какая-то площадка, что ли. Мы видим, какая-то площадка. Интересно, сделано. Так, вот смотрите, я понял, что это за площадка. Это, видать, это тоже там гаражи, парковочные места. И вот это вот заезд туда, на 2-й этаж, гаражи двухэтажные. Так, и здесь вот в этом новом доме детская поликлиника. Вот надпись, если видите. Детская поликлиника. Вот, видать, это вот этого района аэропорта. Якутская городская больница номер 2. Так, и здесь какой адрес? Можайского 15/5. И какие-то таблички Б и С. Класс энергетической эффективности Б высокий. С это класс энергетической эффективности нормальный. То есть 2 классам соответствует. О, тут гараж как расписали, смотрите. Прикольно. Видно, да? Какими-то узорами. Да, тут отделение здорового ребенка. Вот, пожалуйста, есть. Так, нам куда с вами пойти? Мне, короче, я уже находился, устал. Ноги мои устали, надо им отдыхать. Бродить, ходить, это, конечно, полезно, но у нас, в общем-то, не так уже и тепло стало. Я уже тут снимал этот район, ходил, так что смотрите в предыдущих видео, там район аэропорта. Ну вот, тут еще какие-то дома. Еще дома, гаражи, дома. Ну, ничего такого заслуживающего какого-то внимания особо нету. Все типичное. Все, вышли мы на нашу центральную магистраль. Так, М24 Жайка какой-то. Продукты. Ну, как всегда, вот популярные эти домики. Ремонт унтов, пошив обуви, то все. Ну, сейчас унты вообще-то покупать, я не знаю. Там 20, 30, 35 тысяч за унты оленей отдать, я не знаю.
стоит ли. Так, и вот это вот Можайского, дом 17. Мы вышли. Тут, кстати, мемориальная доска висит. Александр Александрович Богомолов. В этом доме жил герой соцтруда, депутат Верховного Совета ЕССР, бортмеханик самолета Ан-24 Якутского ОАО Богомолов. Так. Ну и выходим мы с этой улицы вот сюда вот. Тут много транспорта. Автобусы ходят. Ну, отсюда уехать в город без проблем, в принципе. И тут недалеко. Четверка ходит. И вот этот магазин «Полет». Вот это он, да? Почему-то тут автозапчасти написано. Продается. Первый этаж 650 метров квадратных. Телефон 715-927. И что, он работает, не работает? Он работает, но вывеска-то снята уже, открыта. Скидка 50% на все товары, смотрите. Без маски не входить. О, еще вот такие перила какие-то. Древние, самые древние. Ну, стекла пластиковые. 50% скидка на все товары. Я же не буду туда заходить. Так что вот этот, где магазин «Полет», приходите. Кому надо что-то. И вот здесь вот вы, возможно... вот она вывеска-то. «Полет». «Полет» магазин. Продается он уже который год. Я вот тут в прошлом году был. «Полет». С 10 до 18. Вот, пожалуйста. Вон там что-то, какие-то ткани, там то все, посуда там всякая разная. Ну ладненько. Ну ладненько, что, будем прощаться с вами. Вот посмотрите на автодорогу, которая в аэропорт ведет. Вы же хотели посмотреть. Вот там вот аэропорт у нас. Вот эти вот терминалы складские, как бы. Ну, всем пока. Надеюсь, было интересно. У меня уже 3% заряда аккумулятора осталось. До свидания.